Добрый день. Проходите за любой понравившийся столик. Пойдемте, пожалуйста. Приветливый персонал нас провожает в зал кафе, где уже много посетителей. Они наслаждаются любимыми блюдами, коктейлями и признаются, что скучали по таким вылазкам. Потому что можно сидеть внутри, когда очень жарко, и, в принципе, тут гораздо более комфортно, чем на улице в такую погоду особенно. Кондиционер спасает. Да, очень сильно. К открытию кафе здесь готовились как к битве. Во-первых, за посетителей, во-вторых, против коронавируса. Весь персонал в масках и перчатках, а гости не контактируют друг с другом. Здесь есть такое требование, что мы сидим далеко от остальных посетителей, поэтому у нас никакой обеспокоенности нет. В этом заведении через стол можно увидеть вот такую вот табличку «Зарезервировано». Но это не значит, что здесь кого-то ждут. Наоборот, этот стол заказывать нельзя. Все-таки социальная дистанция, гости должны сидеть в 1,5 метрах друг от друга. Во время пандемии было важно не растерять не только клиентов, но и команду, говорит владелец Нурислам Шарифуллин. И в том, и в другом случае помогла доставка еды на дом. Благодаря доставке нам удалось привлечь максимальное количество наших сотрудников для работы. Ну и потом нам очень сильно помогли государственные субсидии, которые нам выделили на выплату заработной платы, что позволило нам сохранить большую часть нашего персонала. Посещение нашего ресторана строго в масках и в перчатках. Если вдруг у гостя нет с собой что-то из перечня, он может воспользоваться нашими одноразовыми масками, либо одноразовыми перчатками, и также обработать руки санитайзером. Что касается безопасности, то в этом ресторане тоже все готово. С самого утра гости обрывают телефон, заказывая столы, но всех принять нельзя. Из-за дистанции приходится работать в полсилы. До этого, грубо говоря, зал рассчитан на 150 посадочных мест, то сейчас это где-то 75 мест, где-то так. Если одни уже открыли двери для гостей, то в этом кафе в самом центре города идут последние приготовления. Проводят санитарную обработку к визиту посетителей. Все должно сверкать. Мы все очень рады, но вместе с этим мы понимаем, что это большая ответственность, и мы к этому подходим с большим старанием. Как в ресторанах соблюдаются меры безопасности, Роспотребнадзор начнет проверять уже завтра. Я призываю тех предпринимателей, которые готовы к открытию, активно на нас выйти и получить наше предписание, где пошагово прописаны все мероприятия, которые нужно проводить. Одним удалось выжить за счет доставки, других спасла денежная подушка, но открыться после пандемии и запретов смогли далеко не все. Уже сейчас любители вкусно покушать лишились как минимум трети от всех ресторанов. Это не всегда связано с пандемией. Кто-то уже до этого планировали закрываться, менять либо профиль, либо там ребрендинг какой-то делать. А кто-то закрылся именно в связи с тем, что они генерировали долги. И не везде пошли арендодатели навстречу. Владельцы таких тонущих кораблей сейчас продают свой бизнес. Цены самые разные, от 50 тысяч рублей и переваливают за 1 миллион. Эксперты прогнозируют, до осени не доживут еще как минимум 5% открывшихся ресторанов. В борьбе за посетителя победят только самые вкусные. Сергей Хайдаров, Адель Миндубаев, ТНВ Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.